Имам Аль-Каим, рахимахуллах, что сказал? Как мы и говорили, братья, и напомним в следующий раз, то есть очередной раз напомним. Человек состоит из дней, сказал он. Каждый твой прожитый день, ушел день, ушло часть тебя. Ушел второй день, ушла еще одна часть тебя. И никто не знает, говорит, сколько дней ему осталось. Ты состоишь из дней, брат. Сколько-то дней ты. Твоя жизнь состоит из скольких-то дней. 100 дней, 150 дней, 200 дней, 300 дней. И никто из нас не знает, сколько у него осталось там дней, брат. Если ты переведешь их на дни, страшно становится. Если ты свою жизнь на дни перенесешь, тяжело становится. Нужно задуматься, субханаллах, сколько мне дней осталось? А я трачу на что? На что я трачу? Выискиванием, спрашиванием того, что тебя вообще не касается. То есть, автоматически, брат, что выходит из этого? То время, которое Аллах дал тебе на то, чтобы ты тратил только на Него, ты тратишь на кого? На чужих людей. И этот хадис, братья, прямое отражение сегодняшних наших дней. То есть, с каждым годом, брат, вот каждый год, чем мы взрослеем, как сказал один шейх, «Куллю ма дада умруна касурат зунубу». Каждый год, как прибавляется к нам год, еще больше этого года на наши спины что? Ложатся наши грехи. Мы тяжелеем от грехов. Как же это происходит? Мы выискиваем чужие ошибки. Занимаемся подсчетом чужих денег. Какая тебе разница, брат? Откуда у твоего брата машина, мусульманин? Зачем тебе спрашивать, откуда уже у него деньги? Зачем тебе искать, где он работает? Зачем, брат? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Таркуху ма ла я'нихи». Ма ла я'нихи. То, что тебя не касается, оставь. Но нет. Кто-то же должен этим делом заниматься. Кто-то должен искать ошибки. В то время, как ты не видишь, брат, свои ошибки. И на это, как Абу Дар, ради Аллаху анху, приводит хадис, который посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, достаточно зла совершит тот, кто не обладает знанием о самом себе, но занимается тем, что его не касается. Ты, брат, не знаешь свое положение. Ты не знаешь, кто ты вообще у Аллаха. В то время как сподвижники, ридван Аллаху алейхим, они плакали и просили у Аллаха, о Аллах, запиши нас у себя хотя бы рабами твоими, просто рабами. Это звание раб Аллаха, ты не знаешь, ты сегодня его носишь или нет. Но ты неуклонно следишь за чужими делами. Ты неуклонно лезешь в чужие семьи. Ты за каждым движением своего брата следишь, где он ошибется. Брат, где твое проявление ислама? Где твое наилучшее проявление ислама? Выискиванием ошибок? Нет, Аллах. В то время как мы должны скрывать друг друга ошибки, у нас все наоборот. Хадис аль-Кудси приводит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хадис аль-Кудси говорит, слова Аллаха азза ва джалля. Я удивляюсь тому человеку, Аллах говорит, я удивляюсь тому человеку, который озабочен недостатками других людей и невнимателен к недостаткам своей души. Братья, это каждый второй из нас, если не каждый первый.
Нас очень сильно беспокоит чужая судьба, но в то же время мы не знаем ничего о своей душе. Мы ничего плохого не видим в своей душе. Мы думаем, что мы самые лучшие люди на этой земле. Мы те, которые никогда не ошибаемся. Мы те, которые наилучшим образом выполняем намаз. Мы это те, которые носим эту религию. И благодаря нам, по причине нас, эта религия сегодня здесь существует. Нет, брат? Она до тебя тоже была. И после тебя тоже будет. Но вопрос, брат, кто ты останешься в этом мире? Останешься тем, который следил всю свою жизнь за чужими делами, или ты будешь тем, который всю свою жизнь посвятишь тому, что ты будешь спасать себя и своей семьи от позора в день суда, о котором Аллах Азза ва Джаль сказал в Коране: спасайте себя и свои семьи от позора в день суда. Это первая твоя обязанность. Еще из одних вопросов, которые задаются люди: почему он богатый, а я бедный? Тот человек богатый, у него то есть, а у меня ничего нету. Субханаллах. Разве, брат, разве богатство этого мира у тебя или у меня? А разве оно не принадлежит Аллаху Азза ва Джаль? А разве Аллах не дает кому пожелает и не забирает у кого пожелает? Конечно же, да, братья. И еще одна, братья, болезнь, это в основном связано с нашими сестрами. Часто бывает, братья, что они приходят в гости к другим сестрам и не видят там роскошных диванов, занавески, плазмы, и начинают. Женам этих мискинов начинают они говорить: Субханаллах, почему ты не требуешь свой хак? Ты достойна лучшего. Почему ты хороший диван себе не приобретешь? Почему хороший занавески не скажешь, чтобы тебе муж взял? Почему должна руками стирать? Ты что, стиралка, что ли? В то время, как эта супружеская пара жила и не замечала, что у них не хватает супер телевизора, что у них нету занавесок от Гуччи или какого-нибудь дорогого холла от прелюбодеев Дольче и Габбана. Они очень хорошо жили. Но после того, как приходят вот так и делают что? Ма ла я'нихи. То, что их не касается вообще. После этого что начинается? Утром просыпается жена уже с кривым лицом. Где этот диван? Где наши занавески? И начинается судебные процессы, разводы. А всему причиной, братья, является ла ятрукуна ма ла я'ни. Не оставляют люди то, что их не касается. Не оставляют, субханаллах. Абу Убейда передал, что Хасан аль-Басри сказал: одним из знаков Аллаха, то, что Он оставил тебя, является то, что он становится вовлеченным в то, что его вообще не касается. И это по причине того, что Аллах оставил его на собственное попечение. Вот когда ты занимаешься много чужими делами, знай, брат, это признак того, что Аллах оставил тебя. Также Хасан аль-Басри сказал: я видел общину, которая к времени была более бережлива, чем вы к дирхамам и к динарам. Подобно тому, как вы любите тратить их на благое, точно так же они тратили свое время на благое. Или еще хуже, братья, когда люди лезут в дела, в которых они вообще не разбираются. Когда касается религии, в основном мы эту картину видим. Сварщики приходят и фетвы выдают, которых большие ученые разногласия. Каждый второй
Кому не лень, кто хочет себя найти где-то в чем-то. Они приходят и религию Аллаха обсуждают. Так не бывает, братья. Так не бывает. Аллахи, когда вам приходит болезнь, вы выбираете наилучшего врача. Вы почему-то не идете. Когда у вас болят ноги или ребра или сердце, вы не идете к стоматологу. Вы идете именно в больницу, к нужному врачу, кардиологу или к тому-то. Так почему же, братья, когда касается ислама, вы берете от всех, что попало? Кто хочет разговаривать в исламе? Кто фатиху не умеет читать, сегодня могут людей из ислама выводить. Где, что такое, братья? А это именно то. Забыли этот хадис, или вообще его не знали. Тарку маля я'ни. Простое слово, братья. Оставь то, что тебя не касается. Оставь. И ты обретешь счастье и в этом мире, и в том мире.